Грохот и шум техники для жителей улицы Бекова уже стал своеобразным будильником. Но для них этот звук приятнее любого другого, уверяют они. Ведь здесь, наконец, отремонтируют дорогу. Гелани Беков живет в Икаже всю свою жизнь. Дорогу за время ремонтировали 6 раз, а последние вовсе в прошлом году. Но таких масштабных работ по реконструкции он не помнит. Так, как сейчас, никогда не делали. Сейчас попросили всех пройти, по улице прошли, сказали, как вам можно сделать его. Люди сказали опустить дорогу где-то на 60-70 сантиметров. Сейчас в некоторых местах по метр 20 опускают дорогу, делают капитально. Ремонтировать дорогу начали 2 недели назад. 7 единиц техники и порядка 10 рабочих трудятся здесь, чтобы обеспечить жителям комфортное передвижение. Утрамбовывают основания под новое покрытие, и хотя в первоначальном плане реконструкции этого не было, дорогу еще и расширяют. Протяженность дороги всего 1400 метров, а мы уже сделали 800 метров, основание подготовили, осталось 600 метров. Буквально на этой неделе должны закончить основание. В негодность дорога пришла после сильных паводков этим летом. Больше всех в Икажево потопленной оказалась улица Бекова. Стихия буквально смыла дорогу, а здесь располагается еще и школа. И если в сухую погоду по ней еще можно передвигаться, то с наступлением холодов и частыми дождями это становится целым испытанием. Не пройти, не проехать было невозможно. Мы с трудом уже ходим. Я бы хотела, чтобы до дождей, до холодов, чтобы дорогу привели в порядок. Помимо асфальта здесь также проложат тротуарные дорожки и установят ливневые стоки. После этих работ подрядчик возьмется за строительство водопропускных сооружений. Это необходимая мера, чтобы обезопасить жителей, если вдруг наводнение вновь повторится. Она будет выглядеть вот в таком состоянии. Есть чертежи, есть документация. Мы будем строить вот так вот. Это 4 трубы, высота дамбы 3 метра. И на всю ширину оврага будем строить и делать с укладкой, со всеми соблюдением всех технологий. По предварительным подсчетам ремонт займет не больше месяца. К ноябрю, когда все работы завершатся, и пешеходы, и водители наконец-то смогут проехать по безопасному